наши. У нас сегодня большой сельский праздник. И мы очень рады, что у нас наши жители еще в этом нашем замечательном зале гости. А начнем мы сегодня необычно наш концерт. Давайте сначала решим, узнаем, сколько сегодня в зале сидят те, кто у нас уже бывал на наших концертах. Поднимите руки. Вот здесь уже. Вот столько у нас уже было. Хорошо, мы немножко поменяли программу, вы нам простите, если у нас будет повторение. Хорошо? Ага. А начнем необычно. Я хочу сделать такой подарок своим родственникам и своей маме. К сожалению, она уже не может на наш концерт приходить. И мы споем песню, которую я записала с ее слов. Замечательная песня, и я думаю, что она чувствует сегодня вечером, сидя дома в Ромашке, что мы для нее исполняем эту песню. Печально и как грустно плыть луне в небесной мгле, как печально и как грустно петь одной мне о весне. Как печально и как грустно петь одной мне о весне. Ведь луна не одинока, рядом звезды в вышине. Рядом мы с тобой, подружка, в несчастье и в беде. Рядом мы с тобой, подружка, в несчастье и в беде. Найдемо еще сыном, вибирало еще сын. Там змили чули ясне, мой написали тьоми. Там змили чули ясне, мой написали тьоми. Теперь может микрофону прибавить наш звукооператор дорогой Толик. Представляете, как у нас было вчера? Мы вчера собрались на репетиции и программу перекроили. И они сегодня за одну ночь вот эту песню выучили, девочки, и с бабушкой вместе исполнили. Потому что мне стукнуло в голову, что надо с этой песни начинать. Вот как я их подставляю. Ну, они справились. Я
замечательные молодые наши бабушки. Они в собственных нарядах, сшитыми собственными руками, вышитые собственными руками, и все сделано собственными руками. Такие замечательные у нас молодые бабушки. Погромче можно? Пожалуйста, я без микрофона могу громко. Но я люблю тихо говорить, чтобы меня все слушали. Когда я тихо говорю, зал сразу. А сейчас я приглашаю наших маленьких детишек. Вы готовы, дети? Слава! Вы готовы? Да! Старинная народная песня «Эй, пей, дядя-е». Подержи, сделай микрофон вам. Швачки убрали? Как вот они у вас? Недели две прошло, как мы были в Екатеринбурге, давали концерты и встречались в Каменск-Уральске с мастерами, которые отливают колокола. Я не знаю, насколько это возможно об этом рассказать, но я сегодня расскажу, и я думаю, что чтобы это не уходило за стены нашего сегодняшнего зала, потому что я думаю, что вы все наши.
Я чувствую, что вы наши близкие друзья. Мы ездили очень далеко, в сибирский городок. Был корпоратив, очень нервничали бабушки, был тяжелый перелет. И было выступление, когда нам сказали, что выступление будет на 20 минут, а в итоге оказалось выступление всего 2 песни. И выступление уже не в 12 ночи, а где-то уже в половине 3 ночи. И людей было меньше, чем выступающих на сцене. Выступали очень известные артисты со всей почти России. Очень состоятельный человек это проводил. И бабушки были очень расстроены, и они говорят, надо ему сказать, ну вот не делай вот так вот делать. Нехорошо это, неправильно. Так далеко лететь, столько людей потревожить, когда можно деньги, которые ты имеешь, вложить во что-то путное. И когда бабушки вышли на сцену, а до нас выступали очень именитые артисты, и никто и не слушал их, собственно говоря, этот корпоратив. Никто их не слушал уже. Но только бабушки появились на площадке, все зашевелились, вдруг все гости собрались, столпились, им же любопытно, что за бабушки приехали. Мы взяли свой круг, спели песенку свою удмуртскую, подарили неказистый какой-то подарок ему на юбилей. И в это время наша легендарная Галина Николаевна Конева, наш бульдозер, тихонечко шепнула на ушко: ну что ж ты, сынок, делаешь, имея такие деньги налево и направо, а мы так ездим, маемся. Ну вот как-то неправильно ты, дорогой, живешь. Ну я думаю, что не так она сказала, это вот примерно об этом. И представляете, после концерта он к нам прибежал с пачкой денег, тут же, и говорит, вот вам бабушки на ваш храм, отлейте колокола, пусть они у вас звучат. И знаете, что не все люди плохие, что есть хорошие люди. И я говорю, надо проверить, надо, ну вдруг человек выпил, и это неправильно будет выпившего человека трясти и выпрашивать у него деньги. И думаю, дай-ка я его проверю. Подошла и говорю, можно я вас поцелую? С задней мысли проверю. Не пьян ли он? Совершенно трезвый, как стеклышко, настоящий такой здоровый дядечка. И вот теперь мы заказали эти колокола на эти деньги. Представляете? Нам хватило этих денег на колокола. Вот 6 колоколов. Замечательной земли к нам приехали наши же удмурты. Они не зря там живут, они организовали нам эту встречу. Сегодня у нас они сидят в зале. Это наша любимая Галина Исмаиловна Ибрагимова. Все вы уже знаете нашу замечательную бабушку Бурановскую. Большое спасибо за теплый прием в Екатеринбурге. Ее дочь Галина, которая нас так душевно приняла в Германии. В Германии было холодно, прием был там холодный, людям там некогда, не до нас. Но когда появилась Галя со своими друзьями, мы увидели Потсдам, замечательную экскурсию она нам провела. И сегодня они у нас в зале. А теперь на сцену я приглашаю замечательный удмуртский фольклорный коллектив из Екатеринбурга. Они называют свой коллектив «Ошнес». Пожалуйста, девочки. Ничего рассказывать, потому что когда они запоют, вы поймете, что за это люди. Ломар набиралось, чтобы не разочаровать только Кледос. Дечи Буреш Гажано Ишьос. Николаевна, давай звук пожалуйста. Вань десной дечь клашко таче чем празднике, вань делу шубу, тазалык. Свердловской области еще Удмуртия слышит, где держит салам. Они бран печалось мидоры кызы, сос из последний завет кызы Каменск-Уральске. Вот он вань колокольный завод. И вот он пока верашился, а часа велику, он созус фотографировать каре. И со фотосты напечатать каре. И тино может я джины музеи пырса. Та либо мынта не вань фотосы, кыжи ветвизы, кыжи чебереш колокол ясатонды что.
И, в общем, тля вань длинна возможности вань пырыса учкуну та фотосты. Мон тае музее кельтом. Алевтина Геннадьевна. Уйдет Янгошки, пожалуйста. И та тарелка со вожен лишь мы мамки шоно милян ведь Екатеринбург, Свердловская область, Урал. Вот он змеевик, на мукет вож изъёс, марёс, и сой мрамора, и сой вож полынтини, храм на крови, Екатеринбург шуса, милештым на память. Татын Екатеринбург еще втёс, ведылям шуса методозу шуса. Тебе киужьёсон вырежко, как все удмурту шома марайне, и на память вот решила мы, чем вышивать карьер. И гошки, так как Мисосон уже ишьёс, Екатеринбург на Буранова. И тоже музей медклёса милештым на память. Добрый день, бурановцы. С праздником вас, во-первых. Во-вторых, нам, каменск-уральским представителям, хотелось бы поблагодарить коллектив бурановских бабушек за их выступление в Каменск-Уральском у нас. И их очень тепло принимали и до сих пор спрашивают, когда они снова приедут к нам. Поэтому вот в знак благодарности хотелось бы подарить им вот такую тарелочку с храмами нашего Каменск-Уральского. Но поскольку у нас Каменск-Уральский колокольная столица России, то в принципе это будет кстати подарок как раз. И сегодня праздник будет великий. И еще, значит, у нас здесь небольшой так подарочек. Мы привезли вот этот цветок с Урала. Пусть он у вас приживется на вашей земле. Спасибо. Шурбурбайса, бурно
вон некогда и не солидно в нашем уже положении. А вот рекламировать Сарапульский винзавод – самое милое дело. Я уж думаю, когда-нибудь услышать директора этого завода. Он даже не представляет, насколько широко мы его разрекламировали, начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком, Турцией, Германией, Финляндией, Англией, Францией. Везде, куда бы ни поехали, везде с собой бальзамчик. Своя именная продукция. Мы подумали, что хватит бурановские бабушки звучат. Пусть теперь на весь мир звучит Буранова. Художественный руководитель этого коллектива – мужчина Георгий Шамшияров. Последняя встреча, представляете, после нашего же концерта они уже едут в Новую Монью, потому что там концерт, разрывают на части наших гостей.